Ну що, і ще раз віншую з 2 годами життя у Вільні. Ну і я хочу спитати, ну так а як тобі живеться у Вільні? Ось два роки пройшло. Видатно. У чим видатно? Мені вельми подобається. Вільня вельми активний город. Тут ніколи не как бы не заскучишься, не засумуешь. Есть и активности внутренние, ну, всякие литовские, городские, и наша диаспора. Больше не с таким активным життям живе. Мы наведываем Белорусский дом, іншие такие культурницкие месцы, митники. Ну, нам, короче, цікаво. Мне так не цікаво. Ты ешь вечно, здимаешь там все. Так, да. Ми здимаємо наше життя у Вільні, глядите на моїх каналах. Поступово мы город как бы вивчаємо. Уже по всякому стаді у центрі я ніколи не заблукав, вже все ведаю. Мы побывали и на Веже, конечно, на 3 крыжах. Парк Винги стал нашим таким домашним местом. А Белый мост у Вовода мы там Доскон сейчас проводим. Вот тому я Уже набыл... улюбленное место у нас Да. есть у Вильні. Вот тому я набыл ровер, и теперь на ним катаюсь. Вот. Молодчина. Тут в городе І бігаєш, і зарядку робиш. тут у городе зроблені роверні дорожки, і по їх вельми так придатно кататься. Тут шмат зроблено для того, чтобы отчувать себя полновартостным життям жить и отчувать себя добро по-европейски. Вот. Мне прям подобается, что тут я мало не бачу полицейских. Хоть у нас насупад нашого дому, де ми живемо, поліцейський участок, але ми там нікого не бачимо. Ні поліцейських ми не бачимо. Але я надійничаю. Да, ні каких-то злочинців. Тое, що мусить бути зроблено, я не роблю. Може бути за ці 2 роки, може, я бачив такі 2-3 аварії. Навіть на святах великих масових ти бачиш, може бути 2-3 поліцейських, не більше. В порівнянні з тим, що творилося в всякому разі на наших очах, коли ми жили 2 роки тому в Мінську, це просто небо і земля. И не тому, что тут как бы такая вот полиция, якою все до лампочки, а они ни на что не звертают увагу. Нет, во-первых, тут люди другие. Тут я не некольких таких бачу таких пьяных людей, сапраўды, каля Червоночного вокзалу. Ну, я не ёсть. Они ёсть, или таких, и мы как бы такие маргинально алкогольно живут. зависимые люди есть. Маргинально живут, але ими нікому не перешкоджають. И до их стали невищие, человечие. Вот на моих очах было, что каля вострой брамы лежал пьяный человек на сопротивлевом боку улицы на газоне. А тут каля вострой брамы мусил некое свято отбываться, там войски приезжали, там что такое. И полициянты подошли до этого человека, стали ему нечто казать. Потом подошел Ионы Сябра, и ему так само нечто сказали, и он поднял этого пьяного, и они просто сошли с этого места. Все. То есть, ну я вижу, да, Минск, тут каля по проспекту Незалежности такое отбывается. Выкликали, конечно, воронок, его туда закинули, и потом бы он отримал 15 суток. Тут не станет для этих людей. И Богу для всех людей. Тут просто больше развито, по-нормальному, по-европейски развито самокерування, самоэдукация, все само. Люди сами себе организовывают odpoczynek, сами что-то роблять, сами себя развлекают. Ось такий город, менталитет ми ще висели. Я по шерсти, я шмат чому вчуся вот в этом. Потому что мы привыкли все ж таки, хоть мы были таких демократичних поглядів, но мы привыкли все-таки, что да, за нас ніхто там решає певні питання, ми живемо как бы своим життям, але вот что-то такое бытовое, все вирішається где-то. А тут нет,
сам вирішати. Таким шляхом потім ми будемо йти по Білорусі, будемо розвивати так. Інакше неважливо. А як виходиш в Європу, да, коли от не переймати її європейські традиції, не просто традиції, а лад життя. От це треба сказати. Або учоба, тут же всі вчаться. Спробуємо ми вчитися. Я немножко литовскую мову учу. Давай немножко картинку. И можно сказать. Ты Шмата говорил? Я хочу сказать, додать так само, что мне подобается в житті у Вільні і литовських людях. І на що я звернула увагу, і мені не хапає гэтага, что яны в любых ситуациях, они вельмі доброзычлівыя, нават у крамах или дзесьці там, что вот я, например, могла там что-то уронить, или что-то там докрануться до чего-то, что-то там упало. И я на завсёды кажу, все хорошо, все, не волнуйтесь, все хорошо. Хотя я косяк, мой косяк я зробила в дзесьці что-то, и я ніколі не буду зловать. Или как сказать правильно, ну вот ніколи не разозляюсь, что вы зробили, тут уронили или что-то. Вот у них такая вот фраза, все хорошо. Вот я вот так само вучуся к этому. И я ще так само хочу сказать, что вот стала в думках своих разуметь, что я уже полюбила Вильню. Мне Вильнюс был, ну, просто город, Вильнюс, да, який нас притулок нам дав. Мы тут бывали несколько разов, але ось как бы, конечно, Менск, Радима, Беларусь, и это застаецца. Ну, а Вильнюс это вот такой. Але вот зараз я уже вот после 2 годов, я вот так вот мару, что гэта, вот я его уже полюбила. У нас есть любимые месцы. Ну, вот все мне вот то подобается, гэта. И я так вот мару, что мы вернемся в Беларусь, мы вернемся в Минск, мы вернемся додому, там наш дом. Але Вільня застанецца як другі дом, які мы любим. И я мару, что мы приедем з Минска сюды уже и пройдем, будем ходить по тем местам, все это По памятных местах. узгадывать, як мы тут жили, вот кольки. И вот тут мы были, там были, тут. А памятаешь, як мы вот тут, а памятаешь, мы тут, а там, тут наш замочек, тут там это. Я мару про это. Я его уже люблю, этого города. А памятаешь, мы вот тут сидели? Да, памятаешь, вот эту 2 годы пляцовку, сустракали. да, 20, вот у вересні, на 2 годы вызволения. Ну, вот, хочу ось так. А покуль мы тут. Ну и мы с тобой еще, да, выпили что ли? Еще есть. Ще є. Я хочу зараз тебе спитати, але вот ты уже згадував, что день вызволения, 2 года, это радостный день. Але мы ось так покинули нашу родимую Беларусь, и это сумный день. И ну, вот что мы чекаем, что мы хотим. Чому это сумный день? Чому сумний? Ну, про що ти питаєш? Ну, чому сумно? 2 года мы не можем вернуться на родину, а самое главное, что зв'язки, які ми оттуда отримуємо, вони не радісні. Вот я ж виходив 2 года тому. С меня почалась как бы такая, ну, невеличкая как бы отлива. Я вышел, там женщина с весны вышла, гомельская. При мне там с нашей колонии еще двоим пропановывали вывести, потом они правда вышли. Вот. Так само попомиловать. То есть мне казалось, что вось-вось может початься такая массовая вызволение предвязанных. Але мы этого не отбылося.
Больш за тое, цяпер адбываецца ўжо больш як год, да фактычна все эти 2 гады регулярно сажаюць, знаходзяць, арыштоўваюць і сажаюць новых людзей. І больш нават за тую колькасць, што выходзіць, так і сажаюць. Выходят же еще не только по этих вот амнистии, типа помилований, выходят регулярно отбывшие. Вот недавно зачем женщина Золотая Шматдетная, да, она просто отбыла весь термин. Так и не досужился, так сказать, этот человек взять и подписать помилование для матери Шматдетной, такая покутая. Вот. Альбо так и не досужился помиловать Полину Шаренда Панасюк, да, детей малых, и она там уже третий термин по 412 додаток год может отнимать. Так и он не нашел часу ее вызволить. Вот. Я так думаю, что мають рацію, ті, як то кажуть, які зараз я почитав інформацію, що нібито він гандлює людьми, от, помилує тих, хто виходить, значить, он помилует за то, ты что маешь там, на увазе режим, так? да, Режим. чтобы запчастки для Белавия там, значит, отримать. Вот. То есть, на самом деле ситуация там в Беларуси не стала легче. Вот это засмучает больше за Не все. стало и не становится. Вот самое сумное, что я, конечно, так само згодна. Я вот только хотела, ну вот ты кажеш збоку в'язнів і тих, хто за кратами. А я хочу сказати з боку свояков, тих, хто за кратами. Яны так само ніби знаходяться за кратами. Для мяне жыццё, пакуль ты быў за кратами, ну не было жыццём. Я як быццам была па гэту сторону гэтых турэмных муроў і так само, Так это сейчас я не сказал, мела что нормального життя. свояки вязнів больше попутают, чем сами вязни. Так, да, може, ну, в'язні призвичаються там до працовного дня, ходять на працю, там, от, до таких умов життя. Так, яны губляють здоров'я, так само. Ну, все це зрозуміло. Але і свояки тих, хто за кратами. І тим більше, хочу зараз, от ти згадав Поліну Шаренду, я хочу зараз от, звернути увагу на то, що яка ситуація складывается, глядите, для свояков, что многие, близкие, кто такие близкие свояки? Это жонки, мужья и батьки. Ну еще дети. Ну, дети, Ну если дорослые, дети дорослые, ну хорошо, добро. И браты, сестры уже на другим пляне. Самые, кто покутают, это муж жонки, яка за кратами, які сапраўды її любить, жонка мужа, які за кратами, яка сапраўды його любить, і, конечно, батьки. Тому що не кожний муж, не кожна жонка витрымліваюць, ёсць і разводы, яны нават разводяцца, альбо з'їжджають з країни, альбо вимушені з'їхати з країни, і дорослі діти, і мужья, і жонки. Ну, я менш ведаю прикладу, калі бацькі мусілі, так, з'їхали з країни, а сын альбо дочка за кратами. Ось бацькі будуть там, а бацькі хто такі дорослих дітей, які за кратами? Це сталые люди. І ось ну, як я, маті Ігоря Корнея. як маті Ігоря Корнея, як маті, як, ну... Так от маті Поліни Шаренда. Маті, от, муж вимушений з'їхати. І растить двоих детей. Ну, уявляем себе, как гэтая Полина, женщина, не сгибаемая, не падая у ноги, не кланяется режиму, не признає вины, не просить помилования. Але яна, у нее 2 детей, уже на 4 года выросли. Вы уявляете, что як яны змяніліся нават знешне. И муж вымушены за мяжой растить, а жонка сидит. Ну что режим не может это все вырашить? А чему? Яны безвинно сидят, ну злочинство зрабілі.
А сталые бацькі, яны таксама заложнікі гэтай сітуацыі. Можно я тебя прерву? Ты уже так Да. шмат І наговорила. я Ну дай просто- скажу. Я Вот просто вельмі спачуваю Хорошо. Вот всім сваякам. меня вельми крануло, недавно прочитал историю, лист политвязня, да, дошел до его брата, где он пишет, звертаючись до свою маму, якая померла в каких-то кризисах. И он, помирают и он пишет, что вот мама, ты не плачешь, что мы с тобой николи не плачемся. Это вот Таких жах. историй шмат, правда, что и мати, и потребуют. Я уже, во всяком разе, некоторых веду таких, что мати померли. И Да. дети еще сидят, а мати померли не дочекались. І бацькі памерлі, бацькі, такі маці. І яны не могуць, не змаглі ні развітацца, нічога. А тыя, хто жывыя, вот уяўляеце, як это цяжка, я цяпер это ведаю. Вот эти перадачы, вот это вот ездить кудысь, они ж, іхнія дзеці сядзяць, не то што побач там, выйшаў на суседняй вуліцы. Трэба вазіць гэтыя перадачы па ўсім куткам Беларусі, дзе ёсць эти калоніі і гэтак далей. І ўсё гэта працягваецца. І працягваюць новыя сем'і ствараюцца, так? Вось гэта вельмі сумна. Ну ладно, да. Отольются мышки кошкины слой. Кошки мышкины слой. Ну, вот есть такой политолог Игорь Яковенко, и он любит у когось брать интервью, и потом у конце завсёды каже. Ну, а теперь скажите, дайте отказ на тое питание, якое я не задал. То бок, означає, що би ви ще хотіли сказати, про що я вас не спитала. Ось тобі так само. Ну, таких питань у шмат. Коротко. Часто, да, часто я ловлю себя на думке, чому меня не питають, а как вот там тое в колонии было, як тое. Вот. Не особливо шмат питаю, мне задає и жонка, и дети, а тем больше там люди, ну, какие-то знакомые, это больше далекие, да, чем ближайшие. Вот. А потом я разумею, что ну, это и нормально. Потому что про такое место, как колония, турма, в'язниця, думать не хочется, вспоминать особливо не хочется. Як говорится, наши деды, які побывали на войне, не особливо шмат про ее вспоминали. Как мой дед так само. Так тяжко его было как бы подшутнуть до вспоминов. И это нормально. Не, Нормально. але- Психика боронится от этого. Не, ось ты Тому- тут немножко блытаешь, потому что наоборот, ты дзяды, их пытали, ну расскажи про войну, что, а ён не хотел. А зараз ты кажешь, что жонки и дети не пытаются, а про что ты хотел. А мы ж не ведаем, про что спытать. Так вот, тебе зараз такая магчимость. Ну так скажи, про что. Я ж не ведаю, про что, наприклад, тебе Ну, спитати. шмат бытовых повречу, шмат. Их все не і так перекажешь. ти альбо розповіді, альбо ну коротко, щось це саме головне, щось ти хотів. А остатнє ти не написав ти у той книгі «Мої тюремні мури»? Да, все, конечно, я не написал, да. Ну, про щось от ти зараз. Ось 2 роки пройшло з визволення, і тобі гложить щось. Ну там вельми тяжко, то, что тяжко это все передать, то, что в основном людей цікавить какие-то бытовые речи, ті там какие-то катавані, ось покути и прочее. А меня вот больше как бы там змучило такие моральные умовы, моральное принижение, то, что ну, на контрасте с волей, да, ты ж по воле ты ходишь нормальным человеком, тебя поважают, тебя там... На ви к тобі. Да, на вы, вот. А там же все вот так наоборот. Причем это наоборот не бывается только с
боку адміністрації ТВ, воно відбувається і з боку самих таких же зневолених. Там по великому рахунку вот все так. Вот поміж політичними этого не було. Там такое. Буквально в карантине, я когда в карантин попал в колонию, я и там прогуливался по дворику, я иду, и тут я чую, значит, стоять хлопцы размовляют, и один другому кажет: о, это же, значит, будет корреспондент Радио Свобода. И тут я такой: о, да, видите, меня означают. То есть вот так сусід, не только просто мне, а я то есть самое думал про других людей. То есть мы политично вот так вот потребляем. У нас вот в компании архитектор был один, вот, потом был, значит, предпринимальник, все, мы знаходили до сейчас какие-то речи, які, ну, важні для їх, ми за це говорили. Я бачив, як люди просто вот стріляються, живають, вот, вони відчувають повагу до себе, да? Вот. А, конечно, основний контингент это сапраўдныя криминальники, там, забойцы, хулиганы, вот, альбо это вот наркоманы, вот. У них другие социальные зносины, другие манеры, и с ними вельми как тяжко контактовать. Вот. И больно было еще от того, что вот у них такое життя, такие норовые. И коли подумаешь, что вот треба ж колись Беларусь вытягивать на такие нормальные цивилизаційні дороги, то як одразу возникает думка, а як же с такими людьми это зробити? То есть вот там тяжко. И зараз, коли я про это думаю, мені вельми тяжко вот это вот придумать, який вистіл. В Беларуси больше за 20 колоний, да, больше за там 30 тысяч человек сидит в этих колониях. За эти часы перебывали еще там тысячи человек, десятки, сотни, может, тысяч человек. Менталитет зламаний, зруйнований фактично, нормальный менталитет. Вот. И вот это все нам будет доведеться все переиначивать. І навіть ти ще думаєш, ну, тими часами, які коли був за кратами, це 2 роки тому, а можна уявити собі, що з менталітетом внутрі країни здарилося за ці 2 роки. Навіть зараз ситуація, коли все червоно-зелене повсюдь, коли люди, що відбувається у адукації. Коли прокурори приходять у дитячі садки, читають лекції от таким дітям маленьким. А що у середніх школах відбувається? Які там ці всякі, ну... Тобто буде підростати нова генерація от таких самих людей. Патріотичне виховування зараз насаждається. Що відбувається у вищій едукації? Які викладчики, як вони працюють? Я просто... Это некий жах. Які студенты стали. Я такая счастлива, что еще поспела сойти на пенсию, отпрацовать еще, ну, больш-менш у свободним таким ситуації в едукації. А зараз це ідеологічно, я не уявляю. І повсюди, на підприємствах, і у садочках дитячих, і у школах середніх, а у державных школах что робится. И мы не отдаем себе вот эту отчет, да, але что в менталитете людей внутри країни відбувається. Ну, здвиг такий ментальний великий. Вельми великий. Я не веду, як виправляти. За Беларусь. Выпьем, и пойдем. Такой Сергей Дубовец верит, что это все никуда не поделось, все это обновится. И я так само в это верю. А чему так отбудется? Тяжко навод потлумачить. Ну что, вот, наверное, будем вот и пришло время завершать. Пришел час заканчивать. Так? Мы сегодня поузгадывали и твое вызволение, и життя за кратами, і життя у Вільні за ці 2 роки. Ну, ти, окремя усього, не згадав, що ти написав 2 книжки, ну, одну основну і ще одну.
Ну, это так само, как бы, праца. І, звісно, дякую великим колегам твоїм, які за гэты час увесь час тебе падтрымлівалі. І ввогуле прыемна з імі працаваць там. Ну, мне, як жонцы твоей, прыемна з імі камунікаваць. Большасцю так. Прыемна сустракацца з твоімі калегамі, калі дзесьці сустракаемся. Так што яшчэ раз віншую цябе з вызваленнем, віншуем нас з днём сямейнай волі, з днём волі сям'і. І зычу табе здароўя, цікавасці до жыцця і сабе таксама, таму што у мяне крыху часу цікавасць да жыцця. Ну, калі я читаю навіны, все слухаю, мне, конечно, сумно. Але я стараюсь не губляць аптымізму. Сказала вельмі песімістычна. Ну, так што і калі атрымаецца, то можа мы яшчэ пакажам вечаровы від з гэтага кропкі лечення. Ну, а пакуль... Не самое главное, хотелось бы, как третью годовину вызволения мы отзначали как бы іншим месцем, з іншого такого горизонту. Может быть, все ж таки значно паўдзённей, чым тут, да? З Менску. Так. Ну, як атрымаецца. Мы так само 2 года тому не загадывали, что мы затрымаемся тут на 2 года. Потому что на вот самых таких змрочных прогнозах я отдавал максимум 2 года. Но жыццё больш складанае, чым наши прогнозы, чым наши мары. Але будем думать, что все ж таки наши мары сбудутся. За Беларусь, за Украину. І чекаємо вибору у Злучених Штатів, їх виніків. І може ад гэта будзе залежыць і сітуацыя в Украине. А пакуль жыве і слава. Дзынь! Давай, Ян. Нехай день вызволения хутчэй спазнаюць усе наши белорусские политвязни. Это зараз 1300, больше 1300 человек. Ну все, пакуль. До встречи на воле. Дні приходять, дні відходять, дні рятуть. Бицем рек, бурливі хвалі вдаль пливуть. Шмат родов тут на вигнанні у чужині. Треба мучиться душою і серцем мені. Шмат родов тут на вигнанні у чужині. Треба мучиться душою і серцем мені. А в огонь не углядишь родных хат. Не протянет рук зычливо родный брат. Не поделишь нават дума с неким тут. Не пригорне. І так, сябры, гэты бонус для вас. Я показываю вам
Уже мы сыходим и показываю апошний скайлайн и вид Вільні. Вось з гэтай агляднай пляцоўкі. Это бонусы? Да, на вуліцы Субачавыш і Майроню, ну, які тут сустракаюцца. Глядзіце, якое закатнае прыгожае неба. Яшчэ бачнае, і нават бачны такі ружовы закат, але ўжо зажгліся ліхтарыкі. Нават тут зараз чуць колокольный дзесьці на каком-то касцёле, дзе колокольня звучала. Я зараз приближу вам и покажу скайлайн. Видите, як прыгожа глядзіцца. Мяркую, што вам спадабаецца. Мы закончили свой пикничок только что. Олежка збирае стульчики, столик. Клади их у чехольчики. А я здымаю Вільнюс адсюль. У нас бяроза, якая нагадвае Беларусь. Прям перед нами была, мы перед ёй сидели. Там микрорайоны Паўпіс и Ужупіс. Але, конечно, галоўны вид это ось тут. Вялікі дзякуй вам за тое, что вы прогулялись сегодня с нами, отсвяткавали, отзначили с нами день нашей семейной воли. Семейный день воли, так больше правильно сказать. День вызволения Олежки з-за кратаў и день моего вызволения так само з-за кратаў сваякоў, тых, кто сидит за кратами. Не позайздросціш тым сваякам. Мы вам шмат чаго распавялі. Вялікі дзякуй. Далей будзе ісці осень. А мы знаходзімся ў выгнанні, хоть и у дружелюбной, доброзычлівой краине и таким цудоўным городе Вільні, але все-таки у чужине и сумуем по нашей родиме, по нашим родным местам. У ночи зорочки приветливо мігтять, быццам з неба на мяне яны глядзяць. Все, вялікі дзякуй, до новых сустрэч, пакуль. З вами была спадарыня Мар'янна і спадар Олег.